Добрый вечер. И, как всегда, пятница вечер на телеканале АТР, как всегда, в это время программа «Прайм» с Аркадием Бабченко. Я, соответственно, как всегда, Аркадий Бабченко. И сегодня у нас с вами будет последняя в этом году передача с замечательным названием «Что там у них за поребриком», в которой мы опять будем обсуждать все эти замечательные новости, психиатрию, новости культуры, новости про Дедов Морозов и так далее и тому подобное, которые нам поставляет наш северный сосед. Мы, как всегда, в прямом эфире. На этой плашечке вы видите телефоны, по которым вы можете звонить нам в студию со своими вопросами. Пожалуйста, звоните, задавайте, поговорим о чем угодно. На все ваши вопросы ответим. А теперь погнали. Начнем мы с вами с новогодних новостей. Новогодние новости, конечно, шикарные в этом году. Дед Мороз назначил Рамзана Кадырова помощником по добрым делам. Российский Дед Мороз в воскресенье 24 декабря побывал с визитом в Чечне. Во время встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым главный волшебник страны присвоил ему звание главного помощника по добрым делам. Дед Мороз также рассказал, какой подарок попросил у него Рамзан Кадыров. Мир во всем мире. Замечательная новость. Где-то уже в сетях пошла шутка о том, что Дед Мороз приехал в город Грозный и мешками с подарком выложил слово «извините». Ну, помощник по добрым делам, почему бы и нет. Кстати, Володин назвал блокировку Кадырова в Инстаграм. Рамзана Кадырова же заблокировали в Инстаграм и Фейсбуке. Так вот, Володин назвал блокировку опасным прецедентом. Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны также поступить. Мне интересно, как же также они должны поступить? Заблокировать Трампа в Одноклассниках? Заблокировать Рамзана Кадырова еще раз ВКонтакте? Или какой у них в этот раз будет асимметричный ответ? Наконец-то заговорили о международном праве, вспомнили о правах человека. Замечательные люди. Ну ладно, не будем отвлекаться от Нового года. На Сахалине ураганный ветер сдул с балкона бабушку, вышедшую покурить. 70-летняя местная жительница собиралась выкурить сигарету, однако упала вниз из-за ураганного ветра. Известно, что пенсионерка приземлилась в мягкий сугроб, что в значительной степени минимизировало степень тяжести полученных травм. Но машина скорой помощи не смогла подъехать к дому из-за снежных заносов, и бабушку доставили в больницу в ковше погрузчика. Я когда прочитал эту новость, это действительно реальная новость, я повторю, что здесь мы ничего не выдумываем, никакие мы здесь фейки не пишем, мы читаем только те реальные новости, которые находим в информационном поле нашего северного соседа. Так вот, я когда прочитал эту новость, я заплакал горькими слезами и понял, что я ухожу из фельетонистов, потому что никогда бы ни под какими допингами я бы не смог выдумать вот такой вот замечательный новости, какие происходят в реальности в этой замечательной, великолепной стране. Кстати, там еще проблема, потом был апгрейд этой новости, что в квартире этой бабушки осталась запертой собака, а соседка не может туда попасть внутрь, потому что бабушка заперла дверь на ключ изнутри, а сейчас она снаружи едет в ковше погрузчика в больницу, потому что вылетела с балкона, потому что ее выдал ветер. Замечательно. В одной из квартир Сестрорецка кот взорвал гранату на елке. По словам участкового, в квартире, в которой произошла катастрофа местного масштаба, проживала семья Андрея Довгаля, бывшего военного. В момент взрыва в квартире никого не было. Жертв среди соседей нет. Взрывотехники, работавшие на месте трагедии, сообщили о находке чеки от гранаты. Наш специальный корреспондент связался с бывшим одноклассником Андрея Довгаля и узнал, что из года в год елка в этой квартире наряжалась в армейских традициях. На верхней ветви подвешивалась граната. Говорят, что хозяин называл свою елку деревом с изюминкой. У Андрея совершенно безумный кот. Не помню, сколько раз мы его ловили за попытками свалить елку. Не удивлюсь, если в этот раз его диверсионная подрывная деятельность удалась на славу. Кстати, о Барсике ничего не слышно. Барсик, по-моему, абсолютно нормальный, совершенно не безумный. По-моему, хозяин безумный, и вся страна там немножечко едет крышей. Но мы давайте пожелаем Андрею в следующий раз повесить на елку не гранату, а огнемет «Шмель», например. Мне кажется, в этом случае новогодний фейерверк будет гораздо более интересным, и елка удастся вообще на славу.
В Татарстане женщина провалилась в заметенный снегом люк и нашла там пропавшего мальчика. Во время поисков пропавшего мальчика в селе Черемшан в Татарстане начальник районного управления гражданской защиты Гулия Арулина провалилась в заметенный снегом открытый люк канализации, где и обнаружила пропавшего мальчика, сообщает республиканское управление Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Ну, новость, конечно, иронизировать здесь не хочется, и троллить и стебаться по этому поводу не хочется, потому что все-таки действительно трагедия, да. Но мы здесь эту новость приводим не потому, чтобы посмеяться над самой ситуацией, а потому, чтобы поиронизировать над тем, как в нефтедобывающей стране, где бабла было вагон, где строят Крымский мост, где на Крымский мост нужно выделить еще 3 миллиарда рублей, потому что, оказывается, грунт там не совсем подходит, где нефть, и газ, и бриллианты, и алмазы, где вся таблица Менделеева, начальник районного управления гражданской защиты не может найти люк, не может найти деньги, чтобы поставить в селе люк, и когда она ищет мальчика, провалившегося в этот люк, падает туда сама. Просто великолепно. Зато есть деньги на пропаганду и на выпуски роликов, чтобы промывать людям мозг с самого детства. Телеканал Russia Today, по-моему, французская редакция телеканала Russia Today, выпустила совершенно потрясающий новогодний ролик, который она показывала, ну, показывали по этому телеканалу действительно в Европе, насколько я понимаю, и в Америке, может быть, тоже. Ролик, в котором Дед Мороз берет в заложники Санта-Клауса и под этим соусом заставляет мальчика читать стихи из кинофильма «Брат 2». Давайте посмотрим это замечательное произведение искусства. С Новым годом! А прочти-ка мне стихотворение. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропика, и лесок, в поле колесок. Не знаю, мне кажется, по-моему, нужно совсем поехать головой и жить в каком-то совсем своем мире, чтобы клепать вот такие вот рождественские новогодние ролики и показывать их и на полном серьезе считать, что это пропаганда великой русской культуры и нормальной страны, и наших русских праздников, и наших русских обычаев. Ну, когда какой-то бородатый мужик берет в заложники Санта-Клауса, мне кажется, эффект от такого пиара, от такой рекламы будет прямо противоположный. Но зато бабло пилит, зарплаты там замечательные. Единая Россия, партия Единая Россия не отстает от своих коллег с телеканала Russia Today и тоже выпускает новогодние ролики с Дедом Морозом. Но там, правда, Дед Мороз в заложники уже никого не берет и выкуп в виде стишка за заложников не требует. Но ролик тоже сам по себе замечателен и хорош. Давайте посмотрим и этот образчик народного творчества. А что же ты на этот год хочешь попросить? На этот год хочу, чтобы нам парк сделали, такой большой, зеленый, и мы бы там гуляли. Поддержку я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Ты же все можешь, дедушка. Смотря что. Ты спроси. Я думаю, все. А сможешь сделать так, чтобы он стал президентом? Ведь в городе у нас так хорошо стало. А папа говорит, что без него это было бы невозможно. Знаешь, сколько я таких просьб получаю? Ну, скажу честно, это необычное желание. Но ведь тогда тебе не надо будет исполнять остальные мои желания. Он тебе поможет. Спасибо, дедушка. Ты такой классный. Мимими.
Мимими, просто замечательно. Кстати, напоминаю, что по российскому законодательству вовлечение детей в политическую деятельность не есть хорошо и как бы не совсем приветствуется. И законодательство это было принято уже, когда именно партия «Единая Россия» была гегемоном в Государственной Думе. И ребята нарушают свои собственные законы, которые приняли сами. Товарищ майор, пожалуйста, займитесь. Здесь какие-то иностранные агенты вовлекают детей в политику, то есть ровно то, за что вы сажаете Навального и всех руководителей его штабов и так далее и тому подобное. Кстати, напоминаю вам про телефоны. Не забывайте нам звонить, не забывайте задавать нам свои вопросы. Поговорим с вами, пообщаемся в этот раз, последний раз в этом году. Телеканал «Спас» будет отмечать Новый год на крыше храма Христа Спасителя. Встречайте Новый год и Рождество вместе с телеканалом «Спас». Включайте нас в полночь 31 декабря, сразу после обращения президента. Впервые новогодняя ночь на крыше храма Христа Спасителя. И тут вот ведущие, насколько я понимаю, телеканала «Спас», я телевидение российское не смотрю, Андрей Малахов перешел, видимо, на телеканал «Спас». Ну, замечательно, окей, вечеринка, телевизионная вечеринка в главном храме страны, ну, это очень, по-моему, очень по православному и очень по скрепному и очень по духовному. Если раньше там были скандалы о том, что под храмом Христа Спасителя внизу там расположена автомойка, гаражи и что-то там еще, то теперь на крыше будет расположен кабак с попойкой. Все очень органично, все сверху донизу, замечательно, я только поддерживаю. Партия «Коммунисты России» намерена создать союз православных сторонников. Коммунисты России планируют создать из числа своих сторонников союз православных коммунистов. Об этом в воскресенье сообщил председатель партии Максим Сурайкин. Сегодня на съезде его выдвинули кандидатом в президенты. Если такое движение будет соглашаться с вашей научной позицией и с уважением к верующим, оно станет одной из опор партии, отметил Сурайкин, обращаясь к делегатам съезда. Ну, конечно же, такое движение будет соглашаться с научной позицией. Ну ведь всем же известно, что самыми набожными православными были всегда коммунисты, а товарищ Сталин истово молился Богу, и никто никогда ни разу не расстрелял десятки тысяч священников, которые захоронены сейчас на Бутовском полигоне и везде вообще по всей России. Православные коммунисты, ну, боже ты мой, ну, я не знаю, мне кажется, вот читаешь новости, мне кажется, ну все уже, дальше вот быть не может. Вот дошли до точки, дошли до дна, дошли до максимума. Это 100% шизофрении, 100% какого-то зазеркалья полного, да, ну потому что дальше уже человеческий мозг не в состоянии выдумать чего-то более вывернутого наизнанку. Нет, пожалуйста, коммунисты России, Союз православных коммунистов, иконы со Сталиным, уже облетаются иконы со Сталиным на самолете, облетают там, где там в Саратове, облетали наводнение, чтобы Волга обратно вошла в свои берега. Ну, мы движемся, безусловно, эта страна, не мы, безусловно, эта страна движется в сторону какого-то православного ИГИЛа, но хуже всего то, что это будет необразованный православный ИГИЛ, не знающий ни истории, ни даже той веры, которую он исповедует. Заканчиваем с Новым годом, переходим к новостям стукачества. Мать сдала террориста ДНР украинской полиции. 27 декабря на КПВВ Новотроицкая боевик незаконного вооруженного формирования «Оплот» пытался пересечь линию разграничения вместе с матерью, чтобы снять в банкомате ее пенсию. Женщина кричала на пункте пропуска, что ее сын является командиром танка. Поэтому мать 50-летнего террориста заявила, что у него есть льготы. В результате полиция остановила мужчину для проверки документов. Как выяснилось, он воевал на стороне террористов в 2014-2015 годах на передовых позициях в селе Ясное, которое находится недалеко от оккупированного Докучаевска.
С этой позиции они расстреливали мирные украинские населенные пункты. У мужчины изъят военные билеты и удостоверения, выданные террористической организацией. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 260 Уголовного кодекса «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Я всегда говорил и до сих пор придерживаюсь той теории, что главной идеологией, и главной национальной идеей, и главной скрепой, и главной политической силой, и главной государственной силой, и вообще главной движущей силой русского мира является инфантилизм. Они совершенно не способны, среднестатистический житель русского мира, да, который его поддерживает, явно его сторонник, он совершенно не способен строить логические цепочки. Например, такая, казалось бы, простая логическая цепочка, что если ты являешься командиром танка в ДНР и воевал против Украины, а потом едешь в Украину получать пенсию своей матери из украинского же банкомата, то, наверное, не надо орать при пересечении украинского КПП, не надо орать, что ты был командиром танка и имеешь льготы. Но, видите, не доходит. Сын же воевал против фашистов, насколько надо понимать. Сын же герой, поэтому фашисты, наверное, должны ему давать льготы. Ну, вот человек сейчас получит льготы, и бесплатное питание, и бесплатное содержание, и бесплатное жилье, и бесплатную решетку на окнах, я так понимаю, на несколько лет. И я думаю, что это абсолютно логичный и заслуженный финал этой истории. Вот серьезная история, о которой хочется поговорить серьезно. Школьники в оккупированном Донецке фактически сдали спецслужбам боевиков учителя и основателя одного из лучших в городе лицея Григория Штейна. Об этом сообщает «Остров». Донос состоялся в виде выложенной в интернет подпольной записи, на которой известный педагог-новатор пытается донести до школьников, что установившаяся на оккупированной части Донецкой области власть является властью бандитских формирований, отмечается в сообщении. Учащиеся не соглашались с ним, а всю дискуссию записали на видео и выложили в интернет. Вот здесь я все-таки хочу сказать, что, друзья мои, пожалуйста, берегите себя. Мне кажется, что сейчас совершенно не время там что-то разъяснять, растолковывать, пытаться переубедить или кого-то научить. Тем более делать это в одиночку. Это, на мой взгляд, это должно быть все-таки какое-то информационное поле, информационное вещание. То, например, то, чем в какой-то степени занимаемся и мы в этой передаче. Да? Но все-таки на оккупированных территориях, мне кажется, этого делать не нужно, потому что, на мой взгляд, лучше быть живым и на свободе, чем мертвым и в подвале МГБ. Никаких других результатов, к сожалению, пока это не принесет. Это должна быть, безусловно, программа денационализации, декоммуникации и дедебилизации населения. Поэтому я вас очень прошу, друзья мои, берегите себя, пожалуйста, не подставляйте себя под опасность, потому что наше дело все-таки не погибнуть за свою родину, а сделать так, чтобы враг умер за свою. Саратовская прокуратура потребовала признать общество больных диабетом иностранным агентом. В Саратове подано заявление в суд о признании региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, иностранным агентом. Как сообщается на сайте Фрунзенского суда, против организации составлены протоколы по статье «Работа организации, которая является иностранным агентом без регистрации в соответствующем реестре». Я не знаю, что это значит. Обществу грозит штраф до 500 000 рублей. Поводом для этого стала жалоба студента второго курса Саратовского государственного медуниверситета Никиты Смирновой. В «Новой газете» тот заявил, что в интернете читал, что эта организация существует на финансы иностранных компаний. В экспертном заключении по поводу организации сказано, что она за 3 года получила более 645 тысяч рублей от филиалов иностранных фармацевтических компаний на проведение конференций, выставок и спортивных соревнований для диабетиков. 645 тысяч, да, ну это, скажем, в среднем по 115 тысяч в месяц, это по, грубо говоря, ну пусть будет по 10 тысяч в год, это просто безумная, конечно, подрывная деятельность общества больных диабетом, общества инвалидов. Но смотрите, что опять же объединяет все эти 3 новости. То, что
то, что донос уже начали писать дети либо студенты, либо школьники, либо студенты, да, молодежь. Да, то, что вся эта плесень, она уже впиталась и в мозг молодых людей. Да. То, что раньше мы с вами говорили, в предыдущих передачах мы с вами говорили о том, что эта страна начала пожирать своих детей, да, и сажает своих детей, и там сортиры заставляет их мыть в детском саду уже, и там выкидывает из автобусов, и доносы на них пишет, что они там за Навального агитируют, и учителя им за это мозги промывают, да. А здесь, смотрите, пошли другие новости, что и дети, студенты, школьники, студенты, собственно, в общем-то, соответствуют этой модели поведения, да, и вполне себе стучат на своих учителей или даже на инвалидов, потому что я не знаю, опять же, не знаю, какие изменения должны произойти в префронтальной коре головного мозга, чтобы студент-медик написал донос на общество инвалидов, что они являются иностранными агентами, потому что получают финансирование из-за рубежа. Мне кажется, ну, это безусловно уже все истории из 1937 года, и 1937 год, конечно, в эту страну возвращается, и я думаю, что после 2018 года там начнется действительно уже завинчивание гаек, и действительно уже, конечно, не такие масштабные посадки, и новый ГУЛАГ, эта страна, конечно, архипелаг ГУЛАГ, эта страна, конечно, построить и организовать не сможет, но, мне кажется, после 2018 года закручивание гаек начнется, и репрессии начнут принимать уже, ну, то, что можно будет назвать действительно массовым характером. Сейчас они точечные, а я думаю, будет уже, наверное, массово. И вот в пандан к этой новости давайте посмотрим сюжет видео из города Энгельса, где лежачего инвалида, ветерана труда, вышвыривают на улицу в буквальном смысле этого слова за неуплату долгов по квартире. И выносят его вместе с кроватью, на которой он лежит. Произведено без предупреждения. Старайтесь быстро выкинуть бабушку, да, чтобы она не могла выйти теперь, обжаловать свое определение, вот это, которое она вынесет. Сейчас. Вам будут разъяснять, вам суд должен возбудить. На Черных 17-15. За неисполнение требований решения суда. Для добровольного. А я не знаю, как она может ломать. Смотрите. Держись, держись. Ты своих там натаскай. Ну, честно говоря, я не знаю, как здесь комментировать, потому что страна определяется своим отношением к детям и старикам и инвалидам. Но вот новости про детей, стариков и инвалидов у нас сегодня являются превалирующими. Мы, в общем-то, все видели, и это, конечно, распад и разложение какое-то. Новости экологии. Минприроды России исключила из Красной книги виды животных, популярных у браконьеров. Несколько десятков ученых РАН обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Красной книги России, новая редакция которой была утверждена Министерством природы. В письме, озаглавленном «Красная книга России под угрозой», говорится о том, что в новую редакцию не вошли виды редких животных, популярные у браконьеров. В частности, из охранных списков исчезли гималайский медведь, малая касатка, снежный баран. Как рассказывает доктор географических наук, профессор Александр Дроздов, гималайский медведь был включен в Красную книгу СССР. Сейчас гималайский медведь находится в очень уязвимом положении. Его лишают дома. Китайские компании вырубили лес на Дальнем Востоке, вырубили огромные площади кедра, а гималайский медведь устраивает берлоги именно в дуплах крупных кедров. Численность гималайского медведя не превышает 6 тысяч особей, но его исключили из Красной книги, так как охотиться на мишку приезжают иностранцы. К тому же лапы гималайского медведя востребованы в восточной медицине. Ну вот почему я решил взять эту новость, потому что как бы то, что происходит в этой стране с ее народонаселением, меня как бы уже давно перестало волновать, потому что ребята вас предупреждали не год, и не два, и даже не 10. Вас предупреждали, что будет именно так, вас предупреждали, что вы придете к тому, к чему пришли, и если человек там, к 30-40 годам скушал, собственно, свой мозг и поставил в него вместо мозга телевизор, да, зомбоящик, то здесь уже ничего не сделаешь, и никак этого человека не излечишь. Поэтому, пожалуйста, я либертарианец, хотите вы
чтобы там выкидывать своих пенсионеров, стучать друг на друга, убивать друг друга, взрывать друг друга, пожалуйста, делайте, что хотите, лишь бы только за поребрик не лезли, а там внутри делайте, что хотите. Ну вот совершенно жалко, потому что эта территория, да, та территория, Сибирь, да, Дальний Восток, вот вся эта территория, которую занимает сейчас эта страна, это, конечно, уникальный такой экологический, как сказать, не знаю, не подберу нормального слова, уникальный такой экологический комплекс, да, и то, что там делается сейчас с природой, действительно жалко, потому что там в 90-х, начале 2000-х годов я думал, что в России все не так уж и плохо, потому что все настолько плохо, что у них нет возможности там вырубать тайгу и уничтожать животный мир. Сейчас эти возможности появились, животный мир уничтожается, и мне очень-очень жалко, в каком состоянии эта территория достанется тем людям, которые будут жить когда-нибудь уже после этой страны на этой территории. И очень жалко, что все это достояние планеты Земля вот так бездумно уничтожается. И я думаю, что если туда придут какие-то китайцы, я думаю, будет на самом деле довольно не хуже, а даже, пожалуй, лучше, потому что китайцы-то это в других странах любят вырубать леса, а у себя к природе они относятся замечательно. Поэтому меня бы, например, это устроило. Новости науки. Рогозин назвал одну из причин ноябрьского неудачного запуска «Союза». Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» назвал одну из причин неудачного запуска разгонного блока фрегаты ракеты «Союз» с космодрома «Восточный». Не было даже назначено головное предприятие за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты, сказал Рогозин. Он отметил, что также допущены были системные ошибки при управлении Роскосмосом. Дмитрий Рогозин, напомню, с декабря 2011 года является заместителем председателя правительства Российской Федерации, председателем коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации и наблюдательного совета государственной корпорации Роскосмос, а также наблюдательного совета Фонда перспективных исследований. 6 лет чувак сидит на должности, в которой он и должен был заниматься, собственно говоря, тем, чтобы было даже назначено головное предприятие за сведение программного обеспечения разгонного блока, и не было системных ошибок, а тут бац, почему-то вдруг взяли и перепутали космодром, и думали, что взлетать будет с Байконура, а взлетела с Восточного и упала в Южный океан. Молодцы, категорически поддерживаю. Давайте, не останавливайтесь. То у вас там какие-то слесари заколачивают гирокомпасы вверх ногами, то вот теперь, оказывается, Байконуры перепутывают. Кто виноват? А никто не виноват. Так оно само и получилось. Вперед, друзья мои. Новости спорта. Российский конькобежец Иван Скобрев пожизненно отстранен МОК от участия в Олимпийских играх. Решение принято по итогам работы комиссии. Аннулированы также результаты всех спортсменов на Олимпийских играх в Сочи 2014 года. Напомним, что Иван Скобрев стал известен широкой публике после того, как в интернете появилась вот эта вот его фотография во время выступления Владимира Владимировича Путина. Друзья мои из МОКа, что-то вы слишком долго думали. По-моему, с веществами тут и так все понятно. К новостям, даже не знаю, это новости культуры, что ли, или новости истории, даже не знаю, как это озаглавить-то все. В Тобольске установили памятник фашисту под названием «Защитнику Отечества на все времена». В Сумкино, поселке, входящем в административные границы Тобольска, неделю назад у клуба «Водник» установили памятник защитникам Отечества во все времена, сообщает паблик соцсети ВКонтакте «Правда Тобольская». Вот только не совсем понятно, защитникам какого именно Отечества этот памятник, так как оказалось, что на памятнике изображен Вернер Гольдберг, военнослужащий вермахта частично еврейского происхождения, послуживший фотомоделью в нацистской пропаганде как идеальный германский солдат. На фото запечатлено, как главред газеты «Тобольская правда» и местный депутат и глава администрации поселка Сумкино сравнивают фотографию на памятнике и фото Вернера Гольдберга, идеального немецкого солдата. Ну, замечательно. По-моему, это уже
вишенка на торте со всеми этими историями, где там на плакатах к 9 мая появляется немецкая техника, да, там с тиграми, где дедов поздравляют японскими истребителями, где российская армия ездит на Абрамсах и летает там на F-15. Ну вот теперь защитнику Отечества на все времена на памятнике нарисовали фотографию идеального немецкого солдата. Молодцы, бинго, джекпот, ребята. Мне кажется, переплюнуть это уже невозможно. Кстати, я напомню, что на памятнике Калашникову, Михаилу Калашникову, также была изображена штурмовая винтовка, да, штурмгеветтер Шмайсер, который прилепили схему ее разборки, прилепили на памятник автомату Калашникову. Туда бы еще прилепить, конечно, надпись «Можем повторить», потому что они не могут повторить даже и это. Да, на прошлой неделе, по-моему, тоже, кажется, вишенка на торте. Нет, наверное, все-таки первый приз уходит вот этой фотографии, когда телеканал «Москва-24», новость о том, что российские офицеры выходят из состава СЦКК и возвращаются в Россию, проиллюстрировал вот этой вот шикарной фотографией. Друзья мои, коллеги с телеканала «Москва-24», вы никогда не были так близки к истине. Спасибо вам, пожалуйста, за то, что вы наконец-таки сказали правду. Здесь мы вам все-таки аплодируем. Пожалуй, все-таки приз за этот год уходит все-таки телеканалу «Москва-24». Жгите, друзья, еще. Делайте и дальше такие же, пожалуйста, выпуски. Новости культуры. В Государственную Думу внесен законопроект, который устанавливает новый День воинской славы России. День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке. Соавторы документа Владимир Жириновский и депутат Александр Шерин. Отмечать праздник предложено 11 декабря, в день, когда президент Путин побывал на авиабазе Хмеймим и объявил о выводе основной части российских войск из Сирии. Друзья мои, вся ваша проблема в том, что вы не профессионалы. Вы всегда каждый раз невероятно лажаете, просто невыносимо, даже когда пытаетесь сделать что-то важное. Вот вы пытались сделать боевика из Арсения Яценюка, и в вашем распоряжении была вся история Чеченской войны, расписанная просто по минутам. Вот 30 или 31 декабря, или когда там уже Следственный комитет пытался объявить, что Арсений Яценюк воевал в этот день на площади Минутка. Так вот, этот день на площади Минутка расписан по минутам. Известно, где были бои, где какая техника была подбита, где какие погибли солдаты, где какие вообще происходили боестолкновения. Так вот, в тот день боестолкновений на площади Минутка не было. Их просто не было, совершенно, вот абсолютно. Но, друзья мои, полные профаны занимаются там всеми этими делами, и они вот состряпали такое дело. Теперь депутаты предлагают отмечать праздник 11 декабря. 11 декабря – это, в общем-то, день, когда началась Вторая Чеченская война. И в историю России он вошел именно так. И объявлять его Днем воинской славы после того, как вы превратили целый город в Сталинград, после того, как вы несколько лет утюжили эту маленькую республику, после того, как вы там поубивали десятки тысяч мирных жителей, после того, как у вас погибли, точно более 10 тысяч ваших солдат, после того всего ахтунга, который вы устроили в Грозном в новогоднюю ночь одним полком за 2 часа, и мальчики умирали с улыбкой на устах, объявлять этот день Днем воинской славы, друзья мои, тоже медаль за сообразительность в этом году уходит депутатам Владимиру Жириновскому и Александру Шерину. Министерство культуры поддержало идею о показе патриотического кино школьникам в цирках. С инициативой выступил гендиректор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский. По его словам, для этого нужно создать федеральную программу и заложить немного денег. В частности, для оплаты труда сотрудникам цирка, которые будут организовывать данные кинопоказы. Категорически согласен с Анатолием Марчевским. Патриотическое кино можно показывать только в цирках, иначе нигде эту ахинею смотреть невозможно. С серьезным видом смотреть все то, что они там ваяют, патриотическое кино про фашистов,
фашистов, кто там, попаданцы, перемещенцы или как там они называются, всю эту ахинею смотреть совершенно невозможно, поэтому нужно показывать это, конечно, в цирках. Я только не понимаю, почему для этого в бюджет нужно заложить немного денег. На мой взгляд, для этого в бюджет нужно заложить много денег, потому что качественная клоунада, она дорогая. А клоунаду мы любим с вами все. На клоунов посмотреть всегда люди придут, поэтому категорически поддерживаю эту идею и этот законопроект. В конце концов, юмор продлевает жизнь. В Государственной Думе попросили телеканалы меньше показывать россиянам заграничные красоты. Депутат Государственной Думы Ольга Казакова на пленарном заседании Нижней Палаты парламента упрекнула отечественное телевидение в показе недостаточно патриотичных программ о туризме. По словам Казаковой, в программах о путешествиях в основном показывают другие страны. В частности, в программе «Непутевые заметки» на Первом канале в 2015 году России посвятили лишь 5% эфира, в то время как в остальных выпусках речь шла о зарубежных местах для отдыха. Дорогая наша Ольга Казакова, мы вот в этой программе каждую неделю целый час рассказываем о достижениях российского туризма и российских достижениях. Я тоже считаю, что по российскому зомбоящику надо рассказывать про елку, на которой висела граната и которую взорвал кот, про начальника ГО МЧС, которая упала в коллекторе и нашла там мальчика, которого они искали, про бабушку, которую привезли в больницу в ковше погрузчика, и весь вот этот вот про идеального фашиста, установленного на памятнике, и весь вот этот вот трэш и ад, который вы с таким просто невероятным усердием производите. Валовый продукт трэша и ада — это, конечно, лидер России, лидер по этому показателю. Я уверен, что такая бы передача пользовалась бы просто невероятным успехом, и не только в России, а и также и во всем мире. Бабла на это можно было бы зарабатывать просто вал. Категорически вас поддерживаю. А также напоминаю дорогим россиянам, что после того, как вам запретили летать в Турцию, в Египет, начали фактически вводить уже запрет на выезд для бюджетников, для милиционеров, для военных, для там уже достаточно больших категорий граждан, вам теперь еще запретят и смотреть по телевизору на все эти красоты. И правильно, ибо нечего. А то вдруг там еще покажут хамон и пармезан, и вы усомнитесь, ваша скрепность станет меньше. Любите Родину, смотрите, пожалуйста, репортажи из города-героя какого-нибудь там Брянска или Вышнего Волочка. Будьте действительно патриотами. Нечего. Выбрано главное русское слово 2017 года. Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал главное слово 2017 года. По версии экспертов, главным словом года стала реновация. Напоминаю, это главное русское слово года. На втором месте слово биткоин, а на третьем слово хайп. Также в десятку вошли слова батл, допинг, фейк, безвиз, токсичный и харассмент. Отличные русские слова, замечательно, отличный русский язык, категорически поддерживаю, особенно слово «фейк». Слово «фейк» уже стало, по-моему, не то, что русским словом, слово «фейк» стало русской уже самой идентификацией, по-моему. Патриарх Кирилл благословил прижизненный памятник самому себе. В Москве установят 16 бронзовых памятников патриархам московским и сия Руси высотой 4 метра. В числе скульптур будет и фигура патриарха Кирилла, действующего главы Русской Православной Церкви. Мэр столицы Сергей Собянин уже подписал распоряжение об установке монументов. Все затраты на себя возьмет ОАО «Московский комбинат строительных материалов». Изготовление монумента доверили скульптору Салавату Щербакову, который является автором мемориалов князю Владимиру на Боровицкой площади и Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. Категорически поддерживаю решение отдать подряд на изготовление монументов скульптору Салавату Щербакову, который мы, как уже совсем недавно говорили, прилепил на памятник Михаилу Калашникову схему разбора немецкой винтовки «Штурмгевер». Я думаю, что и в этот раз он нас порадует чем-нибудь замечательным и прилепит тоже какую-нибудь смешную и интересную табличку на памятник патриарху Кириллу. И мы все с вами от этого похохочем и поднимем себе настроение.
Кстати, поддерживая эту идею, неплохо было бы, я считаю, что неплохо было бы, чтобы патриарх Кирилл благословил не только памятник себе, но и также благословил бы, например, пожизненное раздание себя на мощи. Пускай тоже в нескольких ракиях уедет в разные монастыри, где его там будут целовать в его части тела. Было бы замечательно. Во время посещения Путиным ракетного центра в Балашихе командующий РВСН похвастался возможностями российских ракет. Командующий РВСН Сергей Каракаев в частности заявил: «Низкая точность нашей ракеты полностью компенсируется мощностью заряда. Одной ракеты на 3 штата хватит». Ну, вот эта вот идеология превратить весь мир в радиоактивный пепел, единственная страна, способная превратить Соединенные Штаты в радиоактивный пепел, она, конечно, действительно уже является там чуть ли не государствообразующей. Они, конечно, все молятся на эти свои ядерные ракеты, да, и на свою ядерную триаду. И, безусловно, только это является, ну, не только это, но, в общем-то, это одна из небольших вещей, которая является гордостью этой страны. И я командующему РВСН Сергею Каракаеву, конечно же, безусловно верят, потому что когда такие люди заявляют такие вещи, я им, безусловно, верю. Действительно, что им целится, когда действительно у них одна ракета может 3 штата превратить в радиоактивный пепел. Ни секунды не сомневаюсь в том, что если до этого дойдет, они на кнопку нажмут. Потому что все-таки шизофрения, да, и смеяться над этим можно долго, но когда целая страна уходит головой в какой-то свой мир, это, конечно, безусловно опасно. Конечно, это еще не Северная Корея, Россия все-таки не Северная Корея, но, по-моему, она уже на всех парах движется куда-то в эту сторону. Клуб кинопутешественников, я бы так назвал бы эту новость. Погостили у мамы. В Волгограде снесли дом, пока хозяева были в отъезде. Семье из Волгограда неизвестные снесли кирпичный дом, пока те были в гостях у родственников. Организаторов сноса ищут по настоящий момент. В кирпичном доме в Ворошиловском районе Волгограда жила семья из 4 человек. В какой-то момент они уехали на несколько дней к родственникам, а когда вернулись, то увидели, что их дом снесен. По словам жильцов, им позвонила соседка и поздравила с новосельем, так как решила, что они переехали. Добрая женщина. При этом все деньги, документы, бытовая техника были погребены под руинами. Началась проверка. Стало известно, что никаких документов на жилище, кроме кроме домовой книги, нет. Как жильцы смогли получить прописку, не имея разрешения на строительство, пока не ясно. В администрации Ворошиловского района Волгограда рассказали, что не инициировали снос дома и не выдавали разрешения на его демонтаж третьим лицам. Сама владелица жилья считает, что в деле замешана строительная компания, которая возводит дом неподалеку. Замечательно. Они все там друг друга стоят. Сначала вот эта вот замечательная семья строит свой дом, не имея никаких документов. Потом какая-то компания сносит их дом, не имея на это документов. Администрация ни к тому не имеет никакого отношения, и все друг у друга сейчас выясняют, а как же оно так вышло. Я вот с этим впервые столкнулся, когда оказался в Крымске, я поехал туда волонтером разгребать вот все те руины, которые остались там после наводнения. И когда разговаривал с людьми, говорю, ну почему же, как же так? Откуда столько жертв? Вы же знаете, что вот эта вот речка, я сейчас не помню, как она называется, что она идет из ущелья с гор, что каждый божий раз она весной вздувается от дождей. Почему, как же так вышло? Они говорят, ну как так вышло? Все те дома, которые были снесены, затоплены, это самострой именно в русле реки, и все люди построили там свои дома, потому что знали, и когда они строили свои дома, они знали, что это возможно и будет именно так. Вот инфантилизм, неспособность выстроить элементарные, банальные логические цепочки, что если ты строишь дом в русле реки, которая каждый год выходит из берегов, то, наверное, твой дом может смыть, и что если ты строишь дом без документов, то, наверное, твой дом может кто-то также без документов снести. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что на Западе из российских иммигрантов готовят революционеров. Масштабы развернутой Западом работы позволяют говорить о необъявленной гибридной войне, которую США ведут против наших государств.
При этом в ведении подобной войны он обвинил не только США, но и страны Европы. В авангарде усилий по превращению мигрантских структур в так называемые революционные ячейки стоят Великобритания, Польша, Швеция и прибалтийские государства. Где мои деньги, черт возьми? Почему проклятый Госдеп мне не платит деньги за то, что превращает меня в революционную ячейку гибридной войны? Товарищ Нарышкин, поговорите со своими коллегами в Соединенных Штатах, когда уже мне переведут зарплату за развал великой духовной скрепной России, а также Польша и Швеция, а также и прибалтийские государства. Кстати, хотелось бы также уточнить у Сергея Нарышкина, что он имеет в виду, когда говорит против наших государств, против каких их государств, какие у них государства еще есть, кроме его единственного, которое тоже не очень-то государство, потому что государство, безусловно, это система общественных институтов по оптимальному управлению данной территорией. И с этой точки зрения, конечно, никакого государства в России нету. Ну вот люди же реально живут, существуют в этом мире, где иммигрантов превращают в революционеров, в подпольные ячейки, какие-то проклятые шпионы из проклятого Госдепа. Товарищ Нарышкин, я вам могу сказать честно, что меня в революционера превратили, например, в том числе и вы. После 40 лет жизни в Мордоре я стал таким уже прям революционером, что прям даже печеньками Госдепами меня можно не кормить, я делаю это искренне и бесплатно. Телеканалу ТНТ все достается и достается. Теперь в этот раз от него извинения потребовали калмыки за шутку на религиозную тему. Телеканалу ТНТ, возможно, придется удалить один из эпизодов сериала «Улица». Соответствующее обращение в адрес руководства телеканала направил заместитель постпреда Калмыкии при президенте Баатр Лиджиев. Недовольство калмыков вызвала сценка, где актеры используют статуэтку сидящего Будды с прикрепленной к нему обнаженной женщиной. При этом, как указано в обращении, допускаются некорректные сравнения, переходя грань допустимого и оскорбляя святыню. В связи с этим Лиджиев и попросил телеканал принести извинения всем верующим и удалить эпизод сериала. В противном случае пригрозив обратиться в правоохранительные органы. Да, дорогие мои друзья, коллеги, дорогие друзья с телеканала ТНТ, да это вам еще очень сильно повезет, если они обратятся в правоохранительные органы, потому что за новостями надо следить, и происходящее в своей стране надо знать. Если бы вы следили и знали, то вы помнили, что не далее, как года 2, наверное, 3 назад, также статую Будды, которая для калмыков является святыней, действительно святыней на полном серьезе. У этой статуи дагестанский борец, приехавший на чемпионат борец из Дагестана, треснул, по-моему, ногой в лицо этой статуи, после чего собралась полная площадь Элисты, и этот борец стоял там на колени и извинялся, когда у него по лицу текла кровь из разбитого носа. Поэтому за новостями надо следить, а также надо излечиваться от вашего великоимперского шовинизма, где вы к жителям своей же собственной страны до сих пор относитесь как к второстепенным народам, завоеванным вашей великой, замечательной православной империей. Количество граждан России, жалеющих о развале Советского Союза, достигло максимума с 2009 года и достигло 58%. При этом 25% не жалеют об этом, а 16% затруднились ответить. Таковы данные соцопроса, проведенного Левада-центром. Верю, охотно верю, потому что социология в России уничтожена, точно так же, как и свободные СМИ. Но вот в эти 60% жалеющих о развале Советского Союза я верю охотно, потому что у меня ровно такое же ощущение. Мне кажется, примерно такая часть населения действительно хочет уже в совок. Они не по русскому миру тоскуют, они тоскуют по советскому миру, по Советскому Союзу. Они хотят обратно туда, где наши танки бороздили просторы Большого театра, и колбаса была по 2 рубля 20 копеек.
Группа томичей в масках Михаила Саакашвили провела забег в ответ на высказывание президента России Владимира Путина, которое он сделал на недавней пресс-конференции. В ответ на вопрос Ксении Собчак о том, что Алексею Навальному и представителям оппозиции не дают проводить предвыборную кампанию, Путин ответил: «Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Вот те, кого вы назвали, это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране?» Черт возьми, я, конечно, не Ксения Собчак, но ответил бы Владимиру Путину: да, хочу, черт возьми, хочу, чтобы десятки, сотни и тысячи таких Саакашвили дестабилизировали ситуацию в вашей стране. Чем быстрее у вас там все развалится, тем лучше. А вот этим вот парням, которые провели этот флешмоб с этими масками, респект и уважуха, потому что это действительно смешно. Сенатор сравнил защиту животных с правами геев. Совет Федерации отклонил закон, который запрещал жестокое обращение с дикими животными при тренировке охотничьих собак. Несколько сенаторов заметили, что это не позволит как следует подготовить собак к реальным условиям охоты. Первый замглавы Комитета по экономической политике Сергей Калашников сравнил этот закон с охраной прав сексуальных меньшинств. Одобряя закон о запрете жестокого обращения с дикими животными, мы идем в том же тренде, скажем так, охраны прав сексуальных меньшинств и прочих таких законов. Докладчик, сенатор Степан Жиряков, в ответ напомнил, что нельзя сравнивать диких животных и представителей сексуальных меньшинств. Давайте посмотрим это видео. Этого видео у нас нету. Ну, что я вам могу сказать по этому поводу? Сенат, высший законодательный орган страны, в тот момент, когда кругом санкции, когда экономика на всех парах встала на рельсы, чтобы на всех правах лететь в пропасть, когда рухнула нефть, когда исчерпан стабилизационный фонд, когда нужно пытаться как-то сохранить свое лицо и свое величие, встать с колен, Совет Федерации занимается тем, что обсуждает, можно ли, например, сравнивать права диких животных с правами сексуальных меньшинств, или нельзя сравнивать права диких животных с правами сексуальных меньшинств. Ну, здесь, по-моему, только все-таки вертолеты с галоперидолом. Больше никаких других рецептов здесь нету. Также сенаторы предложили снизить минимальную крепость водки. В данный момент в законе о госрегулировании производства и оборота этилового спирта минимальная крепость водки установлена на уровне 38 градусов. В ГОСТе указан другой минимальный порог – 37,5 градусов. Производители обязаны выполнять требования как закона, так и ГОСТа. Сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба предложили устранить это противоречие и снизить минимально допустимое содержание этилового спирта в водке до 37,5 градусов. Законопроект был внесен в Госдуму 9 декабря, а профильный комитет уже одобрил эти поправки. Они будут рассмотрены в весеннюю сессию парламента. В результате снижения крепости напитка в России может появиться новая водка. По словам сенаторов, 3 года назад нелегальные производители активно практиковали производство максимально слабой водки 37,5 градусов, которая позволяла экономить спирт. На напиток был колоссальный спрос из-за его необычного вкуса. Производители утверждали, что опьянение от спиртного было более долгоиграющим по сравнению с классическим вариантом водки. По оценкам, снижение содержания спирта может привести к падению цены на пол-литровую бутылку водки примерно на 7 рублей. Поправки могут вступить в силу с 1 июля 2018 года. Ну вот, права диких животных, и можно ли сравнивать диких животных и представителей секс-меньшинств, а также снижение крепости водки с 38 до 37,5 градусов. Кстати, друзья мои, перечитайте еще раз профессора Преображенского, который говорил, что водка должна быть только 40 градусов и никак не меньше. И что во всем этом интересно, так это то, что не так давно также в Государственную Думу был внесен законопроект о том, чтобы запретить уже запретить населению России производство самогона, в том числе и для своего собственного потребления, и отдать производство спирта, передать производство спирта в монополию государства. Так вот, теперь здесь еще очень странная вещь, потому что в истории всегда
всегда, мы говорили в тот раз, но я повторюсь об этом, в истории всегда в смутные времена государство устанавливало монополию на производство спирта. Это давало, конечно, в бюджет гигантский приток денежных средств, но всегда в истории, начиная от Ивана Грозного и заканчивая Николаем II, всегда в истории при этом качество водки повышалось. Теперь государство хочет установить монополию на производство спирта, забрать у населения возможность гнать самогон для себя и качество водки при этом снизить. То есть реально травить уже, взять монополию на отравление населения вот этой вот всей боярой и стекломоем, которые они и так с удовольствием пьют. Друзья мои, категорически поддерживаю вас в этом решении. Вы идете на правильном пути. Запретите народу гнать для себя самого бухло и продавайте им дрянь. И тот бессмысленный и беспощадный бунт, о котором мы говорим в каждой передаче, случится, безусловно, случится гораздо быстрее. И в этом случае товарищ Нарышкин будет говорить уже не о подготовке каких-то там революционных групп государств за печеньки Госдепа где-то там за границей, а всю нашу работу сделаете за нас вы сами, своими же собственными руками. Поэтому в этом вашем направлении я поддерживаю вас полностью. И вот на этой, в общем-то, новогодней, прямо скажем, ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Это была последняя передача в этом году. Увидимся с вами на телеканале АТР уже в следующем году. И я надеюсь, что следующий год, наверное, дай бог, будет лучше. И в следующем году все мы с вами наконец-то обретем уже и мирное небо над головой, в конце концов, и спокойствие, и, наконец-таки, свободу, потому что, на мой взгляд, это главное, что есть у человека. Спасибо вам, всего вам доброго. Это была программа «Прайм» с Аркадием Бабченко. Увидимся уже в следующем году. До свидания.